Здравствуйте, в эфире новости спорта, в студии Сарглана Захарова. Паралимпийцы России возвращают себе флаг страны, точнее право выступать под ним. Сегодня вступает в силу решение о восстановлении прав Паралимпийского комитета России. Следующие 3 года оно будет условным, однако это не помешает спортсменам выступать на международных стартах под флагом страны. Решение об условном восстановлении прав было озвучено 8 февраля. Чтобы избежать повторных санкций, до 31 декабря 2022 года российское паралимпийское движение должно выполнять 7 требований, выдвинутых Международным комитетом. В частности, российское антидопинговое агентство не должно вновь лишиться статуса соответствия кодексу ВАДА. Также российские спортсмены должны проверяться на допинг на особых условиях. Тестировать их будут чаще паралимпийцев других стран. Петербургский «Зенит» проиграл испанскому «Вильяреалу» со счетом 1-2 в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Футболисты северной столицы таким образом не смогли пройти в следующую стадию турнира. Встреча прошла на стадионе «Эстадио де ла Серамика» в Испании. В составе победителей голы забили Жерар Морено и Карлос Бакка. У «Зенита» отличился Бронислав Иванович. На 64-й минуте встречи из-за травмы был заменен голкипер «Зенита» и сборной России Андрей Лунев. Первая встреча прошла 7 марта в Санкт-Петербурге и завершилась победой испанской команды со счетом 3-1. В другом матче Краснодар уступил Валенсии, пропустив их вперед. Таким образом, стали известны все участники матчей четвертьфинала футбольной лиги Европы. Также в четвертьфинал пробились английские Челси, Арсенал, итальянский Наполи, немецкий Айнтрахт, чешская Славия и португальская Бенфика. Четвертьфинальные пары Лиги Европы определятся в результате жеребьевки, которая состоится сегодня в Швейцарии. Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 1-0 в первом матче второго раунда плей-офф континентальной хоккейной лиги. Единственную шайбу в матче забросил Йонас Кемплайнен. В прошедшем регулярном чемпионате «Автомобилист» дважды обыграл клуб из Уфы. «Салават Юлаев» в 11-й раз принимает участие в плей-офф турнира. Лучшим достижением уфимской команды является победа в финале Кубка Гагарина в сезоне 2010-2011, победив в решающей серии подмосковный «Атлант». В серии первого раунда текущего сезона клуб уфимцы победили магнитогорский «Металлург». Счет в серии до 4 побед стал 1-0 в пользу Салавата Юлаева. Следующий матч пройдет 16 марта в Екатеринбурге. В Якутск прибыли все участники Кубка мира по вольной борьбе. Главное спортивное событие этого года в Якутии стартует уже завтра. А сегодня утром в аэропорт Якутска прибыли последние сборные. Это команды Ирана, Турции и Кубы. Все вольники находятся в прекрасном состоянии здоровья. Полет был неутомительный. Действующий чемпион мира, кубинец Йовлис Бонне Родригес, сообщил, что уверен в своих силах. Он надеется на победу. Creo que el campeón de lucha de lo que tengo presente así ahora mismo es Sardulaev, ruso, 97 kilogramos. Он знает того чемпиона действующего, который будет участвовать и будет рад вот с ним соревноваться. Bueno, yo creo que a pesar de que soy el actual campeón, pienso que todos los contrarios son difíciles, que no hay rivales pequeños y uno tiene que luchar fuerte con todo y cada uno de los contrarios. Как действующий campeón, он считает, что не стоит никого недооценивать. Он думает, что каждый из них может являться достаточно хорошим соперником. Накануне соревнований не обошлось без изменений в составе нашей сборной. Олимпийский чемпион 2016 года и трехкратный победитель чемпионатов мира по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев из-за травмы, полученной на тренировочном сборе, не сможет выступить на Кубке мира. Спортсмен был заявлен в весовой категории до 97 килограммов. Как сказал главный тренер сборной России Дзамбалат Эдеев, повреждение не очень серьезное, но мы не стали рисковать. В его весовой категории выступит Расул Магомедов. А лидером сборной станет Заурбек Седоков. Он является самым титулованным спортсменом в составе сборной команды России. Чемпион мира 2018 года, многократный чемпион России. Борьбу за медали проведут 8 национальных сборных, в состав которых войдут по 10 атлетов. Это были новости спорта. Всего доброго.